День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. О самых главных из них расскажем в ближайший час. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы поговорим сегодня. Общее число зараженных превысило 31 тысячу человек. В Китае начали тестировать российскую вакцину против коронавируса. В России в Тюменском санатории открыта карантинная зона. Я только получил информацию от родителей, да. Они сказали, мне сейчас в нашей городе все закрыто, но только супермаркет, больница работают. В республике продолжается отчет правительства по итогам работы прошлого года перед населением. Какие проблемы волнуют больше всего жителей Якутии и что для их решения будет сделано в ближайшее время. Если есть хоть какие-то проблемы, связанные с пожарными, с Роспотребнадзором, значит, будем еще искать другие варианты. Дальневосточная ипотека под 2% вызвала настоящий ажиотаж. У застройщиков уже практически не осталось свободных площадей. Я желательно, однокомнатную хотя бы. У меня 2 детей, есть материнский капитал, это на первоначальный рассчитываю. Продолжается акция «Добрый февраль», объявленная телеканалом «Якутия-24» в честь 2-летия. Что уже сделано и кому уже удалось действительно помочь? Порой думаю, боже, куда бежать, кому идти, у кого жить, а кому я нужна. У всех свои проблемы. Гражданская авиация Якутии отмечает свое 95-летие. С чем якутские авиаторы подошли к праздничной дате и какие проблемы наиболее остро стоят в отрасли? Даже любой самолет, который будет сделан специально для Якутии, его надо будет дорабатывать. Пару лет это точно. Живая память о страшной войне. События Великой Отечественной в потрепанном от времени дневнике изучают потомки якутянина, прошедшего войну. Наш отец Василий Сергеевич много не рассказывал, но он очень много писал, поэтому очень много материалов оставил нам. Отчетная кампания правительства Якутии завершилась в Ленском районе. Вопросы у жителей остались прежние. Это наземное сообщение поселков Витим и Пеледуй с райцентром, проблемы доставки почты, нехватка врачей и высокие цены на продукты. Помимо отчетов, перед населением зампред правительства Ольга Балапкина посетила социальные объекты. Она осмотрела перепрофилированное под поликлинику здание бывшего профилактория «Алроса», где оценила качественную работу, современное оснащение и продуманные решения. Например, ленский главврач нашел способ минимизировать очередь в регистратуру и использовать всю полезную площадь для нужд пациентов. Также Ольга Балапкина побывала в здании, которое планируется приобрести для Ленского технологического техникума. То, в котором сегодня ведутся занятия, не соответствует санпинам и требованиям пожарной безопасности. Это здание, оно положительное именно на эксплуатацию как учебного заведения, в том числе для тех, кто после 9 класса. Да, если эти заключения есть, это сегодняшним всем стандартам, то с этого начнем. Если есть хоть какие-то проблемы, связанные с пожарными, с Роспотребнадзором, значит, будем еще искать другие варианты. Потому что мы обычно покупаем здание, а потом выясняется, что там у пожарных новые какие-то требования или еще что-то. Да? И в результате этого... Согласна. Опять затраты, да? Согласна. Я с вами согласна. А в Алданском районе с отчетом побывала правительственная делегация во главе с вице-премьером Кириллом Бычковым. Рабочая группа осмотрела в Томмоте и Алдане многоквартирные дома, строящиеся по программе переселения. Всего в текущем году в 2 городах планируют сдать 7 домов. С вводом 3 домов в Томмоте жилищные условия улучшатся у 95 семей, сообщил Кирилл Бычков. А в Алдане строятся 4 многоквартирных дома почти на 250 квартир. По данным Минстроя Якутии, их ввод планируется до 1 сентября. Всего в Алданском районе новое жилье в этом году получат более 340 семей. На сегодняшний момент те заявки, которые поступают, они обрабатываются. На ближайшие бюджетные корректировки этот вопрос также будет выноситься. Есть поручение главы республики на эту тему, поэтому я думаю, что этот вопрос точно сдвинется с мертвой точки. И к другим темам. Жертвами нового коронавируса, по последним данным, стали 722 человека. Об этом сообщает Национальная комиссия здравоохранения Китая. По информации ведомства, 2050 человек в Китае прошли лечение и выздоровели. Общее число зараженных превысило 31 тысячу человек.
Случаи заболевания вирусом выявили уже в 24 странах. От 31 января стало известно о 2 первых заболевших коронавирусом в России. О ситуации с вирусом и их принимаемых мерах расскажет Максим Кардозу. Якутянка Сара И оказалась в числе 130 россиян, которых на этой неделе эвакуировали из китайского Уханя, где и началась эпидемия коронавируса. Всех прибывших из Поднебесной разместили в карантинной зоне в Тюменском санатории. Вас двое или трое? Трое. Возьмите, девочки. По очереди. Приятного аппетита. Жидкие отходы в унитаз, твердые в жопу такие. Условия в карантинной зоне специфические. Персонал в полном защитном обмундировании. А людям запрещено покидать комнаты в течение 14 дней. Нельзя даже в коридор выйти. Все ради безопасности. Во-первых, приложено максимум усилий, чтобы была выбрана именно такая точка, из которой невозможно распространение инфекции. Установлено дополнительное ограждение, установлено видеонаблюдение внутри и снаружи. Но самое главное, что этот центр обладает автономной канализацией, где будет проведена дополнительная дезинфекция, оборудован собственной дезинфекционной камерой для того, чтобы продезинфицировать все вещи и белье при смене. Паника по поводу коронавируса разгорелась нешуточная. Всемирная организация здравоохранения даже объявила международную чрезвычайную ситуацию. На Дальнем Востоке подскочили цены на продукты, лекарства. Те же маски теперь стоят в 3-4 раза дороже. Из-за коронавируса якутяне корректируют и свой ближайший отпуск. Все туристы, которые находились в конце января в Хайнане, на острове Хайнань, они были в скором времени отправлены обратно. И все, которые были забронированы на февраль месяц, например, да, их перенесли даты. Те, которые соглашаются с отпуском, если получается, переносят дату, например. Или идет полный возврат средств. Это на границе Китая. Вот. В данное время по Вьетнаму и Таиланду, например, ближайшей Юго-Восточной Азии, таких запретов нету. Заложниками стали и китайцы, которые оказались вдали от родины в начале года. Например, 30 студентов СВФУ из Поднебесной не смогли уехать домой на каникулы. Среди них и Ци Хунвэй. Он каждый день звонит родным и узнает об обстановке из первых уст. В его городе на севере Китая есть заболевшие, но от центра эпидемии это далеко, и паники там нет. Я только получил информацию от родителей, да. Они сказали, мне сейчас в нашем городе все закрыто, но только супермаркет, больница работают. Но врач сказал мне, не беспокойтесь, потому что мы часто помыть руки и чистить, да, открыть окно. По мнению экспертов, эти простые меры предосторожности, ношение маски, гигиена, прием витаминов реально работают. Кстати, не любят вирусы и холод, так что якутяне вне зоны риска. И других вирусов мороза они не любят. Они любят такой температуры, которая нулевая, которая меняется. Вот такое любят. Почему? Потому что они хорошо передвигаются, может транспортировать, то есть от человека к человеку. Второе, в это время возникают еще другие инфекции. И при такой погоде вообще организм страдает. А когда морозы, все прекрасно знают, что есть морозы, не будет грипп, не будет другой вирусной инфекции. Соответственно, морозы им не нравятся. Причем многие специалисты уверены, что эпидемия сойдет на нет сама собой примерно через 2 месяца. Но эксперты отмечают, что в случае простуды или недомогания не нужно заниматься самолечением, а стоит как можно быстрее обратиться к врачу. Максим Кардозу, Георгий Григорьев. День за днем. В связи со вспышкой коронавируса в Китае люди в панике начинают скупать антисептические средства и медицинские защитные изделия. На ситуацию также влияет и сезонное превышение эпидпорога инфекционных заболеваний. Но если для кого-то вспышка вируса повод для беспокойства, то для некоторых особо предприимчивых это способ дополнительного заработка. Так, президент России Владимир Путин призвал отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на маски. А уже с 5 февраля власти Якутска установили предельные размеры надбавок на фрукты и овощи. О том, как реализуются принятые меры, в материале Саргаланы Неустроевой. Повышение цен на фрукты и овощи в зимнее время уже привычная картина для жителей региона. Однако с закрытием границы с Китаем ситуация перестала быть подконтрольной. Оправданным завышением цены стали пользоваться и недобросовестные предприниматели. По 350 рублей.
Где такие цены? С чего? Раньше тоже были новосибирские, но почему-то они по 350 не были. Ну, пенсионерам всегда. Что дорого, то это плохо. Да, повысились цены, но я как бы могу и месяц обойтись без огурцов, помидоров, поэтому сильно на нас не отразилось. Но несмотря на, казалось бы, большое недовольство местных жителей вопиющими ценами на огурцы и помидоры, фрукты остались в ту же цену, что и были, а проблема на самом деле куда больше, чем кажется. Сейчас основная транспортировка овощей производится из Новосибирска и Благовещенска. Там, по словам местных предпринимателей, огурцы и помидоры они вынуждены покупать в 3 раза дороже себестоимости. А чтобы покрыть расходы на транспорт, назначают надбавку. Вот и получается цепная реакция. Раньше где-то 3-4 дня, там 200, 230 даже, до 250 даже было там. То есть дорого? Дорого было, да. Не, они, в чем хотел сказать, они и раньше тоже были дороже. Просто незаметно было, когда китайский-то дешевле же был раньше. Незаметно было просто. Почему подорожали-то? Ну, потому что Китай закрыто, они знают закрыто, поэтому цена поднял. Мы грузчикам даем и будем склад оплачивать. И рабочикам уже нам, допустим, 330 рублей огурец, если продаем, это чистый убытка нам будет. Допустим, один месяц 200 тысяч рублей убытка. Допустим, на это месяца 200 тысяч я убытки лично сам делал. К счастью, контролировать ситуацию решили введением временного ограничения надбавок на фрукты и овощи. Проверки Роспотребнадзора проводятся совместно с прокуратурой, а инициировать их может каждый, просто позвонив по номеру горячей линии. По оперативным данным, на сегодняшний день поступает информация, что цены на ряд продуктов растительного происхождения превышают в 2 раза. То есть есть и 2,2 раза, есть где-то 50% превышения. Но это превышение на сегодняшний день в основном связано только с тем, что огурцы, продукция растительного происхождения, такие как огурцы, помидоры, перец, которые поступали раньше с Китая, на сегодняшний день закупаются либо в Новосибирске, либо в Москве. Но если наценка на овощи и фрукты была ожидаемой, то повышение цен на медицинские маски для местных жителей стало неприятным сюрпризом. Казалось бы, необходимая вещь в период превышения педпорога стала стоить чуть ли не в 4 раза дороже. И это если повезет найти ее на аптечном прилавке, ведь на фоне всеобщего ажиотажа маски раскупают как горячие пирожки. А маски у вас почем, можно узнать? К сожалению, маска нету, поставщики нету, поэтому у нас нету. А как давно закончились? Прошлой неделе, в пятницу. По 20 рублей были. А почему так дорого? Они всегда так столько стоили? Нет. А с чем связано повышение цены на маски? Ну, поставщиков такие цены были. Проблема с масками имеет место быть, точнее говоря, их практически уже повсеместное отсутствие в розничной сети. Это связано с тем, что поставщики сейчас полностью загружены, и вот по информации наших представителей в аптеках, представителей наших аптек, их поставили в очередь на месяц и дальше. Поэтому поступление масок будет, видимо, все-таки по времени очень сильно сдвинуто вправо. Сейчас цена формируется из цены поставщика, и уже поставщики уже сами повышают цены, кроме того, что и дефицит производства. Тем не менее, вот госкомценам установлены торговые надбавки предельные. И вот реально цена, которая в аптеках сейчас имеет место быть, она в пределах этих торговых надбавок. Хотел бы обратиться к населению, чтобы не ждали у моря погоды, а вспомнили старые хорошие советы, когда мы изготавливали сами ватно-марлевые повязки 4-слойные. Вата-марля есть в аптеках, поэтому можно было бы этим воспользоваться. Как бы то ни было, проблема отчасти лежит и на плечах самих потребителей. Как говорится, будет спрос, будет и предложение. Но если возможность заменить маски есть, то аналогов овощей, к сожалению, нет. Саргалана Неустроева, Семен Семенов, Джулс Иннокентьев, Якутск. Ну а сейчас мы ненадолго прервемся и смотрите в продолжении программы. У застройщиков заканчиваются свободные квартиры. Дальневосточная ипотека под 2% вызвала настоящий ажиотаж. Свое 95-летие празднует гражданская авиация Якутии. Какие проблемы остаются в отрасли?
Мы продолжаем программу. Дальневосточная льготная 2% ипотечная программа вызвала настоящий бум в строительном бизнесе. Несмотря на то, что начало года считается у риэлторов мертвым сезоном, жилые площади в новостройках разлетелись, как горячие пирожки. Подробнее в сюжете Сусанны Рожиной. В Якутске программа 2% ипотеки вызвала настоящий ажиотаж среди населения. Как только объявили о запуске программы, тысячи молодых семей ринулись оформлять документы, тем самым вызвав высокий спрос на новое жилье. У застройщиков уже почти не осталось свободных площадей. Себестоимость поднимется с учетом, если, предположим, при стоимости строительно-монтажных работ в пределах 55 тысяч за квадратный метр с учетом кредитования и так далее, себестоимость будет уже в пределах 70-72 тысяч за квадратный метр. Соответственно, продажа вырастет на 85-90 тысяч рублей. А некоторые объекты и к 100 тысячам рублей за квадратный метр, да? В зависимости от района города. Да? Сегодня в городе свободных площадок практически нет. И все будут заходить на площадки заселенные, скажем так, под форме ДРЗТ, так называемый, город вот объявляет. Конкурсы будет объявлять один за одним на застроенные территории. А расселение там очень большое. Я вот сейчас считаю 145-й квартал. Обременение очень. Более 10 тысяч на квадратный метр расселения падает. Да? Поэтому цены будут подниматься, да? При этом повышение стоимости квадратного метра связано не только с высоким спросом на жилье из-за льготной ипотеки, но и с изменением в законодательстве, проще говоря, закредитованностью застройщиков. Но цены вообще должны и подняться. Да? Это связано не с ипотекой совсем, и не с увеличением потребностей в квартирах, а связано с новой формой финансирования через кредитование банков. Да? И цены поднимаются, и поднимаются достаточно, ну, будем говорить, на процент кредита банка. Да? Вот. То есть на 9-12%, которые мы должны банку будем вернуть, соответственно, цены и поднимаются. Да? Такого на рынке недвижимости республики еще не было. Наибольшим спросом у жителей сейчас пользуются большие квартиры, 3- и 4-комнатные. Но, как оказалось, далеко не у всех застройщиков есть такие площади. Третьим люди варианты рассматривают. Также, ну, в центральных, конечно, районах больше спроса. Это, можно сказать, Новоникольский, Тургенево, да, стройиндустрия, вот, Северная корона Приполярья. Вот. Также в Залоге тоже спрос очень большой, поскольку это район СВФУ. Ну, можно сказать, вот центр. Однокомнатные, они сейчас стоят, ну, от 3-100, например, да, до 3,5, и, ну, в зависимости от квадратуры, конечно. Также двухкомнатные квартиры, они за 4300, за 4400, ну, вот это, можно сказать, даже минимальные цены. Но, конечно, не у всех есть возможность сразу купить большую квартиру, поэтому спрос на однокомнатное жилье также сохраняется. Я желательно, ну, однокомнатную хотя бы. У меня 2 детей, есть материнский капитал, как бы это на первоначальный рассчитываю. Стоит отметить, что у жителей Дальнего Востока на сегодня самые выгодные возможности в стране, чтобы улучшить свои жилищные условия. И, конечно, молодые кредитоспособные семьи спешат воспользоваться этой программой. Застройщикам же необходимо скорее подстроиться под новые условия и предлагать уже улучшенные варианты жилья. Сусанна Рожина, Григорий Охлопков, Джулус Иннокентьев, Якутия. День за днем. Тем временем до ленских сел добрался прогресс. Водопровод, центральное отопление, благоустроенные дома, современные спортивные площадки под открытым небом, школа в соответствии с федеральными госстандартами и многое другое. А все это в Заречном сельском населенном пункте Натора. Кому на селе жить хорошо, выясняла Анна Кожевникова. Заречная не значит обделенная вниманием главы района. Цивилизация оставила следы и в этом далеком, закинутом за реку, расположенном в лоне Сопок селе. Самая давняя печаль наторинцев в минувшем году была развеяна. Они получили в подарок от районной администрации новенький паром. Радостное событие для нас всех, односельчан, для наторинцев – это праздник. Это паром, дорога жизни для нас, который связывает, да, с районом. И обязательно, конечно, хочу отметить и поблагодарить. Нас услышали, конечно, в этом вопросе услышал наш глава района Абельманов Жуман Жаклыкович. Ему отдельное огромное спасибо от имени односельчан.
Еще одна проблема, которая не решалась много лет – старая ветхая деревянная школа, построенная в 80-х годах 20 века. Потрескавшиеся потолки и стены, покатые полы, скрипучая лестница на второй этаж, а в спортзале не уроки физкультуры надо проводить, а закаливание. Так как школа стоит на сваях, у нас очень холодно на первом этаже, когда на улице за 30, и когда на улице очень ветрено. Но проблема у нас, только из-за этого мы думаем. А так отопление у нас, батареи хорошие, теплые всегда. В минус 30 руководство все занятия переносит на второй этаж, но к концу 2021 года в Наторе должно быть построено новое здание школы, где будет кого и чему учить. Несмотря на свое отдаленное географическое местоположение, Наторинская школа, в пример многим городским ленским, уже перешла на обучение 2 иностранных языков. Но это для детей Саха, я все равно свое мнение выскажусь, это учить 4 языка, это сложно. Но тем не менее дети заинтересованы. Хотелось бы, чтобы материальная база для того, чтобы изучать языки, 2 языка, желала бы, оставляла бы желать лучшего. У нас английский язык изучают со 2 по 11 классы. С этого года в программу 5 класса добавили немецкий язык. Это 2-й иностранный язык. Учащимся нравится иностранные языки изучать, да? И каждый год по возможности мы участвуем в районных, в республиканских, международных, всероссийских конкурсах. Занимаем призовые места. Здесь на нехватку специалистов не жалуются, с чем в основном сталкиваются сельские школы, даже близлежащие к городу. У нас укомплектованность учителями на данный учебный год почти 100%. Имеется в виду, не хватает часов немножко учителей русского языка, потому что школа малокомплектная. Собрали нынче 2-3 класс в один комплект, поэтому потребности вроде бы в 2 учителях нужно, но часов мало. Сейчас политика такая, что молодые учителя на 18 часов в селах не держатся. Но тем не менее мы укомплектованы полностью 100%. Вся работа строится по 3 методическим объединениям учителей начальных классов. Это наш костяк. Также структурным подразделением школы после оптимизации кадров в образовательной сфере республики является детский сад. Это залог будущего Наторы. Сейчас в дошкольном учреждении около 30 деток. И в новом 2020 году в 1 классе будет хороший набор. Не 2-3 человека, как это бывает в сельской местности. У нас 27 воспитанников, 4 воспитателя и 4 помощника воспитания. Мы работаем от рождения до школы по Веракса, по программе. С какого возраста дети? Дети ходят с 1,5 до школы. Бьет ключом жизнь не только в сельской школе, но и село в тренде всех модных новинок. В прошлом году для наторинцев была оборудована современная спортивная площадка под открытым небом, установлен детский игровой комплекс. ЛЭП в Наторе есть только зимой. Опоры электропередач временно устанавливают через реку. Зато летом наторинцы могут похвастаться водопроводом, а скоро у них появится квартал благоустроенного жилья. Мы хотим сделать строительство индивидуальных жилых домов для молодых специалистов, ну и, конечно же, наших местах, кто нуждается в жилье. Ну, это где-то в порядку, по проекту будет строиться 38 жилых домов. По распределению средств от района я в этом году где-то в порядке 1 550 000 вложил на проект планировки линейных объектов. Это то есть для подключения поселения к отоплению. Хорошо живут в селе наторинцы, наверное, потому что они патриоты. Они объединяются для создания комфортных условий и не спешат уехать на чужбину в погоне за лучшей жизнью. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. 9 февраля вся страна отмечает День гражданской авиации. В этот день 97 лет назад в России официально появился воздушный флот. Гражданская авиация в республике в этом году отмечает свой 95-летний юбилей. О ситуации в гражданской авиации Якутии мы расскажем в следующем материале. У Якутии очень большая и богатая история в контексте авиации. Ведь 95 лет – немалый срок. В республике самолеты курсируют по 130 внутриулусным маршрутам в 23 районах. Связь между районами поддерживают 28 маршрутов. И из 4 аэропортов можно вылететь за пределы региона. Однако в этом году по сравнению с 2018 отмечают снижение количества пассажирских перевозок примерно на 10%. Ну, что обусловлено, во-первых, конечно, оптимизацией маршрутной сети авиакомпаний для более эффективного использования своего парка воздушных судов. Также были объективные причины по отсутствию кондиционного топлива, допустим, в Сакрыре, в Оленьке.
плюс построены дороги до Усть-Мая, соответственно, спрос снизился, практически круглогодичный. Сегодня символом авиации республики является авиакомпания «Якутия». Она обеспечивает межрегиональное и международное сообщение. Флот авиакомпании насчитывает 15 самолетов 3 типов. Это 6 магистральных лайнеров Boeing 737, 5 ближнемагистральных самолетов Сухой Суперджет-100 и 4 региональных турбовинтовых самолетов «Бомбардье». Авиация в республике переживает не лучшие времена. Об этом заявляют специалисты авиационной отрасли. Мы, народные депутаты, инициировали проведение депутатского расследования по ситуации в авиакомпаниях Республики Саха-Якутия. И в частности, почему такие дорогие билеты, вы знаете, и внутриулусные перевозки, и межрегиональные перевозки дорогие. Создана такая комиссия решением пленарного заседания, начали работать, направили запросы соответствующие. На сегодняшний день авиакомпания «Якутия» даже на депутатские запросы не соизволила ответить. Ответила полярная авиалинии, но и то не полностью, мы дополнительные вопросы задали. До мая будет эта комиссия работать и разбираться в ситуации с экономикой наших предприятий. Ну и сейчас понятно, что она ничего хорошего из себя не представляет. Очень дорогая себестоимость. Если зайти на сайт и посмотреть, то билет из Якутска, допустим, до поселка Чокурдаха Лайховского Луса, будет стоить больше 23 тысяч рублей. Из чего же складывается цена на билет? Давайте узнаем. Билет, как нам сообщили, состоит из 6 частей. 30% от цены билета уходит на оплату ГСМ. Примерно 13% – это поддержка летной годности или цена за ремонт и техобслуживание. Далее сборы аэропорта, которые составляют 22%. Следующее – это сухой летный час, или иначе накладные расходы компании. 1% – это метео и аэронавигация, и, наконец, лизинг, то есть аренда самолетов, которая составляет 14%. Специалисты говорят о том, что будущее авиасообщение республики в малой авиации. Но какова же сегодня ситуация в республике с ней? Ее нет. Таков суровый вердикт экспертов. На текущий момент в республике есть 10 самолетов, которые относятся к классу малой авиации. Это 4 самолета Ан-2, 3 самолета Ан-3, 2 Даймонда и 1 Пилатус. Парк, прямо скажем, скромный. Ну, я думаю, что на 3 миллиона квадратных километров и на 629 населенных пунктов для их обеспечения это совсем мизер. Решить эту проблему, в принципе, это в основном надо в двух направлениях. Первым, это как ее. Нам нужно устранить избыточность регулирования, то есть запрет, по-простому я скажу, запрет на выполнение самолетов малой авиации, перевозки пассажиров, почты и груза. И второй вопрос, этот, как и после получения этого разрешения, чтобы у нас не получилось так, как сейчас у полярных авиалиний Якутии заоблачные билеты, мы должны именно убрать с этого себестоимости этих билетов, именно, во-первых, налоговую составляющую, которая именно, обычно они называются прямыми налогами. Для решения этих вопросов в прошлом году была принята концепция развития малой авиации Якутии. Она включает в себя несколько этапов. Первый из них уже в процессе. В 2019-2021 году планируется усовершенствовать нормативно-правовую базу. Новые документы коснутся господдержки и стимулирования развития малой авиации. Второй этап с 2021 по 2022 годы. Будет развит парк воздушных судов малой авиации региона и наземной инфраструктуры обеспечения полетов. Третий этап включает реализацию пилотных проектов в рамках подпрограммы «Воздушный транспорт» до 2025 года. Я считаю и стою на этом, что надо нам начинать эксплуатацию с новых самолетов. Именно потому что мы находимся в экстремальных условиях, которые даже любой самолет, который будет сделан специально для Якутии, его надо будет дорабатывать. Пару лет это точно, чтобы устранить его детские болезни, связанные с низкими температурами. Очень хочется верить, что все предпринимаемые руководством республики меры приведут к тому, что полеты в нашем регионе станут доступнее, и жители смогут летать не только в самых исключительных случаях. Юрий Осипов, Якутия, день за днем. Сейчас мы снова ненадолго прервемся и буквально через минуту продолжим. Не переключайтесь. Продолжается акция «Добрый февраль». Расскажем о первой уже оказанной помощи. События Великой Отечественной войны навсегда остались на пожелтевших страницах фронтового дневника.
Мы продолжаем программу. Акция «Добрый февраль» продолжается. Напомню, 1 февраля нашему телеканалу исполнилось 2 года. И, подводя итоги двухлетней работы, телеканал «Якутия-24» запустил акцию «Добрый февраль». Наша главная цель – оказать информационно-консультативную помощь. Мы хотим подарить надежду тем, кому она действительно необходима. В рамках акции «Добрый февраль» телеканал «Якутия-24» взял шефство над многодетной матерью Евгенией Винокуровой, попавшей в трудную жизненную ситуацию. Оставшись одна с пятью детьми в частном доме в черте Якутска, она уже много лет не может оформить земельный участок, на котором стоит дом. Наши корреспонденты оказывают ей информационную поддержку в оформлении документов. А в поселке Биркакит Нерюнгринского района проживает многодетная семья Гинаевых. В рамках нашей акции «Добрый февраль» Нерюнгринский филиал нашего канала помог этой семье. Как именно, смотрите в сюжете Александры Цыбиковой. Семья Гинаевых не только многодетная, но и дети в ней особенные. Так как самим родить не получилось, Александр и Нина более 15 лет назад взяли приемного ребенка, затем еще 3. 2 из детей Гинаевых, к сожалению, инвалиды с рождения, но родителей это не смутило. Вова и Вика у них полностью социализированы. В доме множество различной литературы, наборов для творчества, логических и развивающих игр. Вова у меня ходит, вот как он инвалид, он ходит у нас в ДДТ, будет ходить, пока учится в школе, до 24 лет. Вот мы его работы, вот это вот отправляли работу на Якутск, она заняла 1 место в Якутске. Вот это вот на республику отправляли, 1 место заняла тоже в республике, это на Москву отправляли грамот. Ну, это все его вот работы, которые получили хорошие грамоты. Это малая часть, потому что 2-я часть у нас сейчас идет выставка в школе. Немалыми усилиями и не за 1 год, но все же Александр и Нина обустроили квартиру для детей со всеми удобствами. Мама учит своих особенных детей жить с этой проблемой и помогает адаптироваться в обществе. Что касается материальной стороны, тоже всего вполне хватает. Но одно пожелание у многодетной мамы все-таки есть. Дети очень любят у меня театр кукол. Это очень накладно, если мне их вести всех оптом сразу. У меня, потому что их 4 детей и 2 внучки. Они постоянно у меня тоже почти находятся, и их 6. И поэтому очень накладно. Мы не смогли остаться равнодушными к просьбе многодетной семьи, тем более к такой. Администрация театра кукол с радостью откликнулась на наше предложение и пригласила семью Гинаевых в храм искусства. Кукол, которые так нравятся детям, сегодня смогли увидеть вблизи. Также дети с мамой увидели, как их изготавливают. А после интереснейшей экскурсии многодетную семью театралов ждал приятный сюрприз. Дорогие наши зрители, мы приглашаем всю вашу семью к нам в театр на детские спектакли. Вот, пожалуйста, вам вот такой абонемент на февраль месяц. Всю семью Гинаевых, наших прекрасных постоянных зрителей, ждем у нас в театре. Спасибо! Раз уж такое дело, раз уж им очень нравится к нам ходить, мы тоже будем очень рады видеть их у нас в нашем зале. Доброе дело, оказанное нашим каналом и театром кукол семьи Гинаевых, не только в копилку акций, но и сама причастность в помощи несет большую радость. И пусть в жизни многодетной семьи всегда будет духовное развитие и стремление к прекрасному. Александра Цыбикова, Захар Головин, Нерюнгри. Поддержали нашу акцию и энергетики, ответив на вопрос, как стать энергетиком. Ответ прозвучал для старшеклассников Якутска. В рамках профориентационной работы школьники посетили ГРЭС-2. К акции «Добрый февраль» присоединился и город Мирный. Так наша съемочная группа познакомилась с одинокой пожилой женщиной, которая живет в ветхом неблагоустроенном доме. У нее нет денег на покупку дров, и наши коллеги решили помочь. Что из этого вышло, расскажет Марферина Алексеева. Этот год для Римы Закиевны выдался особенно сложным. В прошлом году женщина похоронила мужа. И даже тот факт, что супруг был неходячим и почти слепым, еще долго не мешал ему помогать женщине по хозяйству. Одноногий был, вы знаете, он сам колотил дрова. Даже весь огород он полностью вскапывал сам. Он как-то приспособился, телегу сам себе сделал на костылях, баню, дрова таскал, баню топил, потом начал слепнуть. Около 40 лет назад Рима Закиевна приехала в Мирный с набережных Челнов на заработки по обмену квартир. Сейчас женщина живет на пенсию в 14 тысяч. Единственный сын погиб совсем юным, родственников в Мирном нет. Для того, чтобы отоплять ветхий дом, женщине пришлось взять кредит на приобретение дров. 20 тысяч я кредит взяла вот эту машину купить, а расколотить 5 тысяч. Порой думаю, боже, куда бежать, кому идти.
у кого жить, а кому я нужна. У всех свои проблемы. Мне всего 61 год, я еще хочу жить. При постоянной топке температура в доме достигает 10 градусов. Дом ветхий, печка не греет. Приходится круглые сутки не снимать верхнюю одежду. Ночью дом греет один обогреватель, который, сжалившись, подарили соседи. Ну вот так вот постоянно бросаю. Быстро уходит. В общем, печка моя, вы знаете как, она для видимости только топится, чтобы только дым шел. Вот видите, она уже 10 часов топится, а здесь только еще тепло, а здесь холод собачий. На клич о помощи отозвалась неравнодушная молодежь. Ребята организовали расколку дров. Вот эта колка дров – это ведь капля в море по сравнению с теми проблемами, в которых она оказалась. Я лично считаю, что если каждый человек будет чувствовать свою ответственность за то, что его окружает, и делать от себя зависящее, мир станет лучше. Дрова расходуются очень быстро. Средств на приобретение очередной партии нет. К счастью, на нашу просьбу о предоставлении средств на покупку дров администрация города ответила положительно. Рима Закиевна уже написала заявление. Также специалисты управления социальной защиты будут сопровождать Риму Закиевну при оформлении документов на предоставление благоустроенного жилья. Так, чтобы в следующую зиму женщине не пришлось выживать в ужасных условиях. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Вадим Ларионов. Мирный. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в своем телеграм-канале поделился инициативой телеканала НВК «Саха» запустить акцию «Рингтон Победы» в честь 75-летия Великой Победы, а также рассказал, какую мелодию выбрал в рамках челленджа. По словам Малькевича, это хорошая и правильная идея, ведь песни, посвященные победе в Великой Отечественной войне, наполнены гордостью за наших предков. Ранее к акции «Рингтон Победы» присоединились коллективы НВК «Саха», радио Т-Тим, Омский телеканал «Омск-12», Национальная библиотека и многие другие. Национальная вещательная компания «Саха» запустила такую акцию, как «Рингтон Победы». И в связи с этим я установил на свой мобильный телефон вот такой рингтон. Это Лев Лещенко, песня называется «День Победы». Хочу передать свою эстафету блогерам. Это Мейрам из Казахстана, канал «Ищим рыбалка», Володя из Калининграда, канал Рыбкин 39 и Родион из Латвии, канал «Рыбалка с Родионом». Шаг за шагом, от боя к бою. Незабываемые события Великой Отечественной войны в потрепанном от времени дневнике якутянина Василия Лыткина из Чоропчинского района. Сегодня его уже нет в живых, но память о нем, его видение Великой Отечественной войны остались. Теперь дневник отца и деда хранят и изучают его 5 сыновей, внуки и правнуки. Ульяна Шагина держала в руках живую историю. Василий Сергеевич Лыткин был призван в ряды Красной Армии Самгинского района в сентябре 1942-го. И с этого дня и до самого окончания войны, от Харькова до Берлина, он описывал все самые страшные события в своем маленьком красном дневнике с бархатной обложкой. 9 марта 1943 года. В 6 часов утра враги устроили очень сильную артиллерийскую канонаду. Снаряд взорвался рядом с моим пулеметом, но я остался жив. Эти события происходили под Харьковом в селе Дергачи. Именно здесь сержант Лыткин получит свое первое серьезное ранение в спину от взорвавшейся мины. Сначала я ничего не почувствовал. Чуть погодя, начала гореть вся моя спина. Мой товарищ сказал, что я получил ранение. Услышав это, я потерял сознание, а мой друг потащил меня в санитарный пункт. Командир расчета станкового пулемета 306-й стрелковой дивизии прошел всю войну в составе 3-го и 4-го украинского и 1-го белорусского фронтов, освобождая Украину, Белоруссию и Польшу. На войне он был трижды ранен. Несмотря на это, каждый раз возвращался на передовую. Наш отец Василий Сергеевич много не рассказывал, но он очень много писал, поэтому вот очень много материалов оставил нам. Фотографии, фронтовые письма родным и близким, статьи и заметки о войне, биографию боевых товарищей. Все это в течение всей своей жизни он аккуратно складывал в папку. И фотографий очень много у него. Мы нашли 18 фотографий, которые были запечатлены в годы войны.
В своем дневнике сержант Лыткин очень точно записывал имена и названия, рисовал схемы и карты. Одна из карт, к примеру, описывает путь Василия Сергеевича из польского города Познань до самого Берлина. Удивительно, как он смог донести все эти заметки, учитывая, что ведение дневников на фронте официально запрещалось. Записи советских солдат могли попасть в руки врага. Самые кровопролитные бои проходили территории Польши. Все это он здесь описывает, как штурмом взяли город Берлин и праздновали День Победы в городе Берлин. Сержант Лыткин бился от Харькова до Берлина. На родину вернулся только в конце 46-го, отслужив старшиной роты в оккупационных войсках Германии с 4 медалями на груди. Первая медаль за боевые заслуги, вторая медаль за освобождение Варшавы, потом за взятие Берлина и за победу над Германией. Его дневник, написанный каллиграфическим почерком, сохранил ценные исторические сведения о событиях Великой Отечественной войны, а также память о тех страшных днях, о чувствах и мыслях простого советского солдата из далекой Якутии. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск. После небольшой паузы мы обязательно продолжим. Смотрите в продолжении программы. Не скучные не только выходные. Расскажем, куда можно сходить на следующей неделе в столице республики. Спорт без границ. В Якутске стартовала 13-я спартакиада по адаптивным видам спорта. Мы продолжаем. Несмотря на то, что за окном стоят трескучие морозы, нюрбинские речники уже приступили к подготовке к предстоящей навигации. С января начались работы по выморозке судов. О сложностях и особенностях нелегкого дела материал Романа Савинова. У речников Якутии есть такой вид работы, как выморозка судов ото льда. Так вот, эта процедура во всем мире проводится только в Якутии. Этому способствуют наши суровые климатические условия. Путейцы Нюрбы уже приступили к данным видам работ. Нюрбинские речники уже готовятся к предстоящей навигации. Хотя до навигации еще более 4 месяцев, речники уже приступили к своей работе. До середины марта они должны будут освободить свои судна от ледового плена. Из-за того, что укрепительная дамба не соответствует требованиям, часть судов осенью уже вытащили на берег. Сейчас вымораживаются 6 судов. Кроме этого, путейцам предстоит сделать открепительную линию. Теплоходы самоходные мы осенью вытаскиваем на берег и поднимаем на клетки. А баржи, которые вот остались, вот вымораживают у нас только бортовые работы. И 16 кубов есть в винтрудовом комплексе есть. И 235 кубов общий куботаж получается у нас бортовая. Вот так слой за слоем речной лед выпиливается бензопилой. Лед выпиливает по всему периметру судна. Также от ледового плена высвобождаются рулевые механизмы. Это делается для того, чтобы уже с весны можно было выполнять ремонтные работы. Вымораживаем, чтобы она поднялась, сама эта баржа, теплоход или баржа, да, чтобы освободилась, в воде была. Тогда она, когда легче запускается и уже может самостоятельно двигаться. То есть для того, чтобы суда не ушли с ледоходом? Да, собственно, освобождаем, чтобы они с ледоходом вместе не ушли. До середины марта все эти работы должны быть завершены. Потом уже по мере потепления начнется очистка от снега, ремонт двигателей, далее покраски и потом уже первые судна отправятся в путь. Роман Савинов, Эдуард Васильев, Нюрбинский район. Спорт без границ для людей с ограниченными возможностями здоровья. В Якутске прошел чемпионат республики по национальным настольным играм. Соревнования открыли 13-ю спартакиаду по адаптивным видам спорта, рассказывает Саргалана Федорова. Переловить за 2 минуты 30 лучинок. Задача непростая. Чемпионат по настольным играм Хабылыки и Хамыска объединил более 100 любителей здорового образа жизни из 17 районов республики и Якутска. Участвуют спортсмены с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и общими заболеваниями. Вот это вот приехали на чемпионат по Хабалы, Хамыску впервые. Готовились, каждый вечер в свободное время садился за стол и тренировал, руки разрабатывал, там пальцы,
разрабатывал. И все для здоровья полезно. Спортсмены соревнуются в личном и командном первенстве. Хотя об этом во время состязаний многие не думают. Цель не победа, а поддержание здоровья. Сегодня в Якутии адаптивным спортом занимаются более 10 тысяч человек. Они регулярно приносят республике медали всероссийских и международных стартов. Вначале наши спортсмены соревновались на общественных началах, а сейчас уже 2014 года уже официальные чемпионаты и первенства проводятся. Национальные настольные игры развивают моторику, ум, гибкость, быстрота, ловкость. И это все помогает нашим спортсменам. Настольные игры развивают не только внимательность и ловкость, но даже помогают восстановить двигательные функции. Пример тому – история Алексея Устинова, который добился звания мастера спорта. Я сам попал в автоаварию, это 1889-6 года, и стал инвалидом второй группы, и принес 5 операций, и не мог ходить и заниматься, не могу бегать. Поэтому мне этот спорт, это национальные виды спорта, это мне самые как раз подошли. И усиленно я тренировался, да, и достиг этого большого успеха в спорте. Вслед за этим чемпионатом ожидаются соревнования по пулевой стрельбе. Затем по русским шашкам, настольному теннису, волейболу сидя, голболу и легкой атлетике. Спартакиада проходит в новом формате и продлится в течение 5 месяцев. Многие попробуют свои силы сразу в нескольких дисциплинах. Саргалана Федорова, Джолустан Накинтьев, Якутск. Ну а культурная жизнь столицы не стоит на месте. Не только в выходные, но и в будние дни. Кинотеатры и театры города готовы распахнуть свои двери для зрителей. О том, что и где можно посмотреть на следующей неделе, знает и расскажет мой коллега Александр Хавренко. Кинотеатры и театры города приготовили для своих зрителей много всего интересного. Компания DC продолжает попытки догнать и обогнать своих конкурентов из Marvel и выпускает очередную экранизацию своих комиксов. На этот раз, как и в одном из предыдущих релизов «Отряде самоубийц», главными персонажами картины являются не супергерои, а суперзлодеи. Точнее, злодейки. На большой экран вышли «Хищные птицы. История Харли Квинн». После событий «Отряда самоубийц» Харли Квинн разошлась с Джокером. Тем временем юная Кассандра Кейн находит алмаз, принадлежащий преступному лидеру черной маски. Поэтому Харли объединяется с Черной Канарейкой, Охотницей и Рене Монтойя для защиты Кассандры. «Хищные птицы» – 8-й фильм в рамках расширенной вселенной DC и продолжение фильма 2016 года «Отряд самоубийц». Также на большой экран выходит комедия для всей семьи «Игры с огнем». Когда суровый начальник пожарной части Джейк Карсон и его элитная команда опытных пожарных спасают 3 детей, оказавшихся на пути наступающего лесного пожара, они быстро понимают, что никакие тренировки не могли подготовить их к самой сложной работе, а именно стать няньками. Не имея возможности найти родителей этих детей, они сталкиваются с тем, что их жизни, работа и родное пожарное депо стремительно переворачиваются с ног на голову. Ведь дети, как пожары, дикие и непредсказуемые. Саха-театр приглашает на премьеру нового спектакля Сергея Потапова «Тимир Басса» по мотивам произведения Максима Горького «Васса Железного». Сергей Потапов переносит действие произведения в современные реалии. Муж богатой судовладелицы Хатун Бассы, капитан Сергей Тимиреб, увлечен в совращении малолетних детей. Хатун Басса растратила целое состояние на взятки суду и прокурору, но дело все-таки направили в суд. Скоро позор пойдет на всю семью, капитан сядет в тюрьму. Под угрозой будущее замужество дочерей и карьера брата стать главой города. Тимир Басса уговаривает мужа принять яд. Еще одна премьера в театре Аланхо. Спектакль по поэме Алексея Кулаковского «Сон шамана» в постановке Андрея Борисова. Предсказания великого пророка-поэта сделаны не только о жизни ушедшего 20 века, но и о событиях, происходящих в наши дни. Автор предвидел катастрофу разрушения экологической среды, который наносит технический прогресс, перенаселение Земли, из-за которого происходят глобальные миграции, борьбу классов и причины возникновения войн, противостояние могущественных держав, из-за которых притесняются малые государства. И это было предсказано автором еще на заре прошлого века. В этом году исполняется ровно 110 лет, как поэма вышла в свет. Театр Аланхо выносит на ваш суд современный стиль трактовки этого произведения. А в театре оперы и балета дают «Баядерку». «Баядерка» – один из самых известных балетов
русской имперской сцены. Спектакль Мариуса Петипа на музыку Людвига Минкуса и либретто Сергея Худякова увидел свет в 1877 году и быстро обрел популярность. Романтичная индийская легенда о несчастной любви храмовой танцовщицы Баядерки Никии и храброго воина Халора надолго завоевала любовь зрителей. А партия Никии, одна из самых сложных в классическом репертуарном балете, стала мечтой для многих великих балерин. Также в Театре оперы и балета настоящий подарок для всех любителей классического балета. И им станет исполнение на сцене шедевра «Лебединое озеро». «Лебединое озеро» – романтическое произведение о любви, самоотверженности, победы добра над злом и коварством, стоящем на пути к счастью. Спектакль поставлен по либретто в оригинальной редакции Юрия Григоровича. «Лебединое озеро» – первый спектакль известного хореографа, поставленный в Якутии. Премьера состоялась 25 ноября 1999 года. Театр «Гулум» приглашает на спектакль «Хума» в постановке Сергея Потапова. Русский заключенный сбежал из тюрьмы и попал на священную землю эвенов. Услышав звук вертолета, он понимает, что его настигла полиция и убивает себя ножом. Оленеводы, кочующие со своим стадом, по просьбе старика-оленевода нарушили свой маршрут, чтобы посетить старое родовое стойбище. Молодой парень якут заинтересовался рассказами старика о танцующих тенях и захотел собственными глазами увидеть воочию то, о чем рассказывал старик. Русский театр приглашает на полюбившийся спектакль «Два берега одной победы. Хроника любви, жизни и подвига» по пьесе Владимира Федорова в постановке Андрея Борисова. Спектакль о мужестве, проявившемся в тяжелых условиях северного края у советских летчиков и американских летчиц, перегонявших с Аляски американские истребители и бомбардировщики. История невероятной отваги, огромной любви к своей родине, силе духа и многом-многом другом. На этом у меня все. Нескучного вам времяпрепровождения. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Именно такой была эта неделя. Корреспонденты нашего канала продолжают следить за развитием событий. Для вас в студии работал Иван Лазаренко. До встречи в эфире.